Насколько же долго делали эту игру? Ну как бы они ни старались, это получилась максимально бездарная игра. Почему же? Сейчас я вам расскажу. Всем доброго времени суток, это спонтанное видео. Покупал я, значит, игру The Days Before и был в полном ахуе. К серверам Connect кривой, меню вообще нету. Меня просто не пускало на сервер с предлогом, что у меня плохое соединение с серверами. Над игрой работали 5 лет, но почему же даже, блять, в главном меню, которого, кстати, нету, сразу кидает на создание персонажей. Кастом этих самых персонажей максимально плохой, как будто он сделан чисто для галочки. Графика вообще никак не соответствует трейлеру. Механики стрельбы, ну это тоже пи***ц. По управлению персонажа все то же самое. Перейдем к сюжету, если его так можно назвать. Сюжет начинается с врача, где наш главный герой оказывается после травм. Затем нас отправляют к мэру Крису, чтобы стать гражданином Вудбери. Затем идут глупые и тупые квесты, где все 5 NPC, а именно оружейник, бармен, заведующая склада, а также медик, ну и сам мэр, дают нам максимально тупые задания. После вступления мы едем на дачу. Это обычный отдельный участок, где на вас никто не нападет. Но механика строительства — это максимально кривая механика. Мало того, что ты должен платить какие-то баснословные деньги за ковры и кресла, которые ты никогда не заработаешь за все время в игре, не говоря уже о машинах, для которых еще нужен гараж. Дешевая пародия на Days, где карта по размерам меньше, чем Dust 2 в CSGO. Механики ходьбы и прыжка вообще как будто дефолтные взяли из ассетов. Прыжок выглядит, как будто персонаж накурился веществами. Бегает персонаж всегда медленно и тоже кончено. Вид от третьего лица тоже сделан криво. Я бы понял, если бы игру никто не ждал, и она не пыталась бы трейлерами сделать фейковое впечатление. Графика в трейлере была превосходная, но ее, как я и говорил, очень урезали на релизе. Когда я только зашел в игру, я даже банально не мог выйти из этой ебучей комнаты. На следующий день выпускают патч, и я снова ее покупаю. Но лучше бы я ее все так же не покупал. Игра максимально плохо работает даже на мощных компьютерах. Не то что мощных, на самых мощных игра работает очень плохо. Я играл на низких настройках графики. При том, что мой компьютер не самый плохой. Это i3 10100F 16 гигабайт оперативки DDR4 и RX 6600. Игра должна была работать хотя бы на высоких настройках в 60 FPS. При условиях, что хотя бы оптимизация была бы средней. Но за 5 лет разработки даже над этим не постарались. По-моему, мобильная игра Lost Light будет гораздо лучше сделана, чем The Days Before. Никому не советую покупать ее до тех пор, пока ее не доделают. Так, небольшие изменения. Сегодня в 8 утра игру сняли с продажи. Как говорят паблики, игру дальше разрабатывать никто не будет. И доделывать тоже. А доход от игры планируют влить в погашение долгов перед партнерами. Вот оно доказательство, что игра говнище и никому не нужна. Было 20% положительных отзывов. Остальные же отзывы полностью адекватных игроков, которые и так понимают, что это полная сырость, а не игра. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, фолловайтесь на мой Twitch, заходите в мою группу в Дискорде и Телеграме. Всем пока.